Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Думаю, каждый из нас помнит фразу «студентов бывших не бывает». Раз в году, 25 января, каждый из нас вспоминает свои первые лекции, бессонные ночи перед экзаменами и ту самую веру в то, что море по колено и халява ловись. Сегодня в преддверии грандиозного праздника студентов, Татьяниного дня, мы вместе с экспертами в студии сейчас вспомним их золотые годы, или, как сейчас принято говорить, их прайм. И обсудим меры поддержки студенчества и современные тенденции высшего и среднего образования. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, собственно, раз уж я начала с той фразы, что студентов бывших не бывает, я предлагаю каждому вспомнить свои студенческие годы. Ну, проще всего будет, наверное, Арсению. Да, мне нечего вспоминать. Но вот за те годы, что ты учишься, что было самое запоминающееся? Сессия. Ну, второй курс, второй семестр, когда мы сдавали практически лабораторные работы, сдавали по программированию. Вот это прям неделю не спали и все делали. Прям дедлайны жесткие были. Ага, прям все как вот в кино про студентов. Не спали, учили. Да. Спасибо. Преподаватель твой, может быть, вспомнит что-то? Я училась в историческом факультете СВФУ, да, закончила в 2011 году. Ну, сессии у нас всегда проходили очень насыщенно. Мы всегда готовились с утра до вечера. До вечера мы сидели в библиотеках, очень много читали, готовились и, возможно, не спали. Ага. Александр Александрович. Ну, если все вспоминают про сессию, ну, я хочу сказать про... Я сам окончил физико-технический институт в 2011 году тоже. Был ярым общественником, ну и, естественно, занимался, почти полупрофессионально занимался спортом, и поэтому у меня все студенчество ассоциируется вот с общественной деятельностью, со студенческими отрядами, с профсоюзным движением, ну и, конечно, соревнования, тренировки, сборы. А какой вид спорта? Я легкая атлетика, занимался национальными прыжками. И защищал честь университета, да, на соревнованиях? Ну да, на многих соревнованиях защищал, и потом уже на старших курсах перешел в волейбол, и уже там еще больше соревнований стал. Поэтому, наверное, сейчас вы вне учебной работой заведуете. Наверное. Как общественник. Михаил Юрьевич. Да, ну, тоже всех приветствую. Ну, конечно, воспоминаний очень много. Вот на Александра смотрю, его вспоминаю студентом. Да, действительно, и, кстати, тогда, когда он был студентом, я был проректором Северо-Восточного федерального университета, и мы с ним проговаривали вопросы студенческих спортивных клубов. А потом это уже федеральной повесткой вышло, сейчас очень активно продвигается, поэтому часто студенты, они инициируют какие-то изменения, которые происходят в образовательных организациях. Мое студенчество – это географическое отделение биолого-географического факультета Якутского государственного университета. Ну, из воспоминаний много. Со всеми ребятами общаюсь, которые сейчас в разных уголках нашей республики работают. Это в основном учителя географии, люди, работающие в научных институтах, институт мерзлотоведения, работающие в гидрометеорологии, в земельной службе. Ну, из таких, наверное, ну, конечно, сессии, да, практически в то время новогодних не было праздников, как сейчас. То есть 30-31 декабря еще сдавались последние зачеты, а сразу после праздников начинались консультации и экзаменационные сессии, очень длинные, по 4-5 экзаменов, и только где-то в конце января были каникулы. Вот. Из воспоминаний особых, наверное, мы всегда вспоминаем Марию Кузьминичну Гаврилову, 5-й курс, климаты холодных регионов, и доктор географических наук, наш виднейший специалист, преподавала нам климаты холодных регионов в главном учебном корпусе университета, в очень холодном. Мы были все одеты, и она, и мы, но все были счастливы общаться с таким видным ученым. Но там, говорят, по-прежнему холодно в главном корпусе. Арсений, а совпало ли твое представление вот об учебе с тем, что происходит на самом деле? То есть были же какие-то ожидания, когда ты поступал? И что, вот ожидание, реальность, как... Да, так же осталось. Ну, но самое радует то, что у нас же в Якутии форум всякие приходят. Например, цифровой алмаз, например, еще что у нас форум креативных индустрий. Прям во время моего студенчества прям так повезло, то, что если сравнивать лет 5 тому назад, такого не было. Ну, гигантский опыт дается. Например, на цифровом алмазе, типа, мы узнаем новых людей с Дальнего Востока, например. Это то же самое развитие креативных индустрий, это же то же самое. Ну, по сути, мы же программисты, и мы входим в эти креативные индустрии. И мы узнаем что-то новое даже так. Еще конкурсы вот профессионалитета у нас есть. Вот в этом году тоже буду участвовать. Михаил Юрьевич, а
Как развивается вот сейчас сфера образования, да, какие сейчас направления самые востребованные? Ну, во-первых, еще раз хочу поздравить всех с профессиональным праздником. Вы правильно говорите, бывших студентов не бывает, но все-таки есть те люди, студенты, которые сейчас в этом статусе находятся. Их у нас в республике около 50 тысяч, примерно поровну те, кто в вузах учится, и те, кто в колледжах и техникумах. Поэтому представьте себе, минимум каждый 20-й житель республики он учится. Это серьезная цифра, плюс еще бывшие студенты, плюс те наши ребята, которые учатся за пределами республики. Мы тоже с ними активно контактируем. И здесь мы стараемся, республика, выстраивать все-таки взаимоотношения с образовательными организациями так, чтобы мы все-таки достаточно готовили специалистов для разных отраслей. Но вот из последнего можно привести пример отраслевого проекта «Железные дороги Якутии» совместно с компанией «Железные дороги Якутии», когда большую часть специалистов мы готовим на территории республики. Это и в Федеральном университете, но больше всего это транспортном техникуме в Нижнем Бестяхе, железнодорожного профиля. А по двум специальностям, которых у нас нет, мы, например, готовим в Дальневосточном государственном университете путей сообщений в Хабаровске. То есть нам приходится ориентироваться. Сейчас мы видим, что у нас на уровне колледжей и техникумов примерно 7 тысяч бюджетных мест ежегодно республика определяет. И 57% из них, это большая цифра, это технические науки, инженерные науки и технологии. В вузовском сегменте у нас инженерные в основном представлены в Северо-Восточном федеральном университете, инженерная подготовка. В целом в структуре студентов вузов порядка 30% это инженерные науки, техники и технологии. В этом есть определенные, вот, скажем так, проблемы. Мы ежегодно отмечаем и благодарим коллективы вузов за то, что открываются новые программы, ну, прежде всего уровня магистратуры. И не зря, поэтому, наверное, ребята очень отмечаются хорошо на самом высоком уровне страны. Ну, представьте себе, в прошлом году за один только год 17 студентов и магистрантов Северо-Восточного федерального университета стали стипендиатами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Но и мы, конечно, видим, что наш Арктический государственный институт культуры и искусств, коллег сегодня нет, но они активно работают. Они университеты А стали. они в конце декабря, их учредитель такой же, Минобрнауки Российской Федерации, было принято решение, что теперь это у нас Арктический государственный институт искусств, культуры и креативных индустрий, АГУИКИ. Университет. Университет. Даже не институт. Арктический Университет. государственный университет. Это здорово. Плюс у нас есть Арктический государственный агротехнологический университет. В этом году, кстати, 3 ребят стали именными стипендиатами наших выдающихся государственных, даже 4 человека, выдающийся факт. Плюс очень активно развивается Чорапчинский государственный институт физической культуры и спорта в Чорапче по линии спорта, Якутский институт водного транспорта, который является крупным филиалом Новосибирского университета водного транспорта, Сибирский государственный университет водного транспорта. Ну и мы рады, что у нас есть серьезные успехи и у Высшей школы музыки, единственный наш региональный вуз. Мы знаем, что лично при содействии и большом поддержке президента Российской Федерации сейчас строится новый корпус. Ну и, конечно, есть общий проект, который нас всех связывает, это межвузовский кампус. Конечно, мы мечтаем выиграть федеральный конкурс, чтобы как минимум представители 3 наших крупнейших вузов, СВФУ, АГУИКИ и АГАТУ, получили новые возможности. Вот, кстати, про этот межвузовский кампус я хотела спросить, на какой стадии сейчас этот проект и как предполагается, как там студенты будут взаимодействовать, что там будет? Ну, насколько я знаю, на сегодняшний день концепция еще не окончательно сделана. Все же будет проектирование будет соответствие концепции, и поэтому вот там сейчас разрабатывают несколько механизмов. Просто я сам лично не курирую данный вопрос в университете, но тесно общаюсь тоже с коллегами с правительства, с проектным офисом, который занимается межвузовским кампусом. Но вот пока на стадии таком. И главное же в межвузовском кампусе не создать инфраструктуру и объекты, а наполнить их содержанием, смыслом, чем будут студенты 3 вузов там заниматься. И там предполагается не только, вот, чтобы студенты занимались, а зашли туда партнеры. Партнеры, организации, промышленные компании, IT-компании, чтобы совместно со студентами появились, может быть, новые сквозные программы обучения, чтобы появилось что-то новое. Ага. То есть там и студенты, и будущие работодатели, да? Да, ну и в целом заявку в этом федеральном конкурсе, на эту заявку будет подавать регион.
То есть Арсений Сергеевич Николаев непосредственно будет наш глава подписывать эту заявку. Мы сейчас работаем в рамках проектного офиса под руководством заместителя председателя правительства Анатолия Николаевича Семенова. И, конечно, это не только 3 вуза, это партнерская сеть большая, крупные предприятия, компании, для которых будут эти специалисты готовиться. Научная составляющая там предполагается, целый ряд новых лабораторий, которые будут помогать, и новые материалы, все, что касается экологических вопросов. Ну и, конечно же, это возможности для школьников. То есть и те, кто учится в профильных классах, да, в фирменных классах, чтобы эти ребята, ранняя профориентация была, сразу они в вузовской вот это входили, значит, систему. И, конечно, это не только создание условий по проживанию, это также возможности и для преподавателей. То есть понятно, что каждый вуз, даже самый выдающийся, он нуждается в обновлении, в том, чтобы приезжали новые специалисты, новые преподаватели и приходили представители реального сектора экономики. А вот еще интересно, понятно, что есть кадровая потребность у республики, да, мы определяем какое-то количество мест, а совпадает ли вот эти вот те места, те специальности, которые нам очень нужны, со спросом абитуриентов? То есть идут ли абитуриенты на вот эти специальности, которые нужны сейчас республике? Ну, коллеги, наверное, скажут, да, Вопрос, как у них прошли. кстати, очень интересный. Я вот такое сравнение никогда не проводил. Вот есть потребность, есть желание абитуриента, и они соответствуют ли друг другу. Ну, на сегодняшний день, как практика показывает, если бы потребность закрывала желание абитуриента, то у нас потребностей не было бы. На сегодняшний день, если вот так логически подумать. Но мы все сами понимаем, что в отдаленных наших уголках нашей республики, в Арктической зоне и так далее, абитуриенты, выпускники не с охотой и с небольшим желанием едут туда работать после окончания обучения. Поэтому вот этот факт надо принимать, и с ним надо работать. И мы тоже со студентами проводим разные профилактические мероприятия, информируем студентов, что есть такие места, но не везде получается. Но работа в этом направлении ведется. Ну и, кстати, вот вашу мысль я еще проверю. Вот где потребности, где вот пожелания абитуриента, очень хороший такой вопрос. Ну, я здесь могу сразу добавить, что я уже упомянул по поводу инженерных специальностей. То есть мы республика, мы страна, Российская Федерация. Есть 3 крупных блока, в которых мы очень серьезно сейчас нуждаемся, чтобы туда приходили молодые люди. Это инженерные и технические специальности, большое направление. Второе, это у нас педагогические специальности. У нас не так, к сожалению, достаточно людей, которые желают прийти, желают работать. И третье крупное направление, я тут, который тоже вот оно выслеживается, это все, что касается сельского хозяйства, подготовки туда специалистов. К сожалению, вот на эти 3 даже во многих вузах остаются вакантными и невостребованными бюджетные места. То есть не полностью производится набор. Мы сейчас максимально должны стремиться, чтобы мы с вами сами себя, да, и кормили, и лечили, и обеспечивали технически, и обучали. И для этого государство, вы знаете, что с прошлого года, в прошлом году на федеральном уровне приняты были впервые ограничения, устанавливающие для вузов пока количество платных мест. То есть ограничение было, и вузы наши в прошлом году в этом режиме отработали. То есть тоже как план приема. Насколько ориентировались, столько и набираете. Ну а в этом году тоже вступили уже изменения в федеральный закон об образовании, когда профильность при окончании колледжа и техникумов, при поступлении в вузы, без сдачи ЕГЭ должна выдерживаться. То есть, если вот я поэтому и назвал цифры не зря. То есть порядка 60% колледжей и техникумов у нас это ребята технические специальности, в вузах этот сегмент порядка 30%. То есть здесь мы видим, что нам нужно будет помочь этим ребятам. Или дополнительно будем отрабатывать с вузами, мы это, значит, проводим, в том, чтобы дополнительные места у них появились, выиграли конкурс. Но это вопросы трудоустройства. Также здесь у нас очень мы сталкиваемся с тем, что не просто мы должны готовить специалистов, они должны еще и трудоустраиваться. Ну и вот буквально в эти дни будет январское совещание традиционных работников сферы образования, полностью посвящено подготовке педагогических кадров. Тоже исходя из названной мной проблемы. Давайте продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Это «Якутия в деталях». Мы говорим о студентах и студенчестве. Прежде тем, как уйти на перерыв, затронули тему баланса, да, соответствия между потребностями республики и государства в специалистах и спроса выпускников, да, скажем так, вот желаемой профессии. И вот тут тоже мне интересно, влияют ли на поступление такие конкурсы, как вот «Моя профессия IT», «Шаг в будущее», вот эта вот ранняя профориентация? Ну, лучше давайте у студентов спросим, у действующих, Ну, ладно. повлияло ли, когда они поступали. Ну, я, когда во время был студентом, да, ну, это второй курс, участвовал в моей профессии IT, прям не такой незабываемый конкурс, конечно. Ну, я думаю, знаете, что такое хакатоны, да? Ну, дайте вот зрителям скажут, что это вот 3 дня дается, либо неделя, задача, и ты должен эту задачу решить. Сделать веб-приложение, либо веб-сайт, да? И если, ну, по сути, это, вот я сейчас работаю, прям похоже, такие же сроки, такие же дедлайны. И это очень сильно помогает показать школьнику, например, да, там же есть же младшая категория, показать, как это будет, кем ты будешь. Вот, там есть же 3 типа направления: дизайн, менеджмент и разработка. И после, там идет разделение, и вот эти 3 дня у каждого есть своя задача, и в итоге должен выйти готовый продукт. И те же самые профессионалы, там же для школьников же тоже есть, если еще не путаю. Ну да, здесь, конечно, очень большая работа, потому что мы работаем, на самом деле, с разными категориями жителей республики. Начинаем со школьниками. Это и Всероссийская олимпиада школьников, это и олимпиады школьников. Например, «Моя профессия IT», она же с этого начиналась. То есть мы для школьников, для старших школьников 10 лет назад, кстати говоря, этот конкурс стартовал в 2016 году. Это и «Шаг в будущее»? Шаг в будущее, но это больше все-таки Про закладывание науку? исследовательских компетенций. Но это все равно Но как бы это перечневое, это тоже и моя профориентация. значит, профессия IT, и шаг в будущее, и шаг в будущую профессию. Еще есть несколько конкурсов, в которые входят так называемые перечневые мероприятия, значит, Минпросвещения Российской Федерации, которые регулируются на уровне там, ректора Московского госуниверситета. Он обычно вот утверждается. И эти участия и победы в этих перечных олимпиадах, они позволяют результаты вносить в государственный информационный ресурс федеральный, который дает преимущество. И когда ты еще школьник, ты, например, получаешь преимущество в отборе на всероссийские детские центры, где не просто отдых, а развивающие по определенным направлениям, инженерные, там, транспортные, здравоохранение. И второе – это льготы при поступлении. Соответственно, мы таким образом регулируем. Ну и второй регулятор, который у нас в республике заложен, это отраслевые проекты целевой подготовки. Вот тоже вы правильно отмечаете, в нужном направлении. Соответственно, это, например, ну вот та же «Моя профессия IT», «Мой будущий дипломат», «Железные дороги Якутии», крылья авиации, например, с полярными авиалиниями в Омске мы много ребят готовили, пилотов Ми-8. Из нового, которое появилось, например, в год детства, это будущее арктической авиации, когда ребята из арктических улусов по линии Министерства образования и науки республики знакомятся с компаниями, с авиационными училищами, приезжают на смену «Сосновый Бор», здесь, в республике. И дальше по итогам очень хорошее идет поступление именно по профилю. То есть это вот в правильном направлении. Ну и плюс, конечно, профильные классы. Медицинского, транспортные классы. Сейчас, вот, например, фирменные классы Жатайского техникума очень большой популярностью пользуются, которые в нескольких улусах республики открыты. Ребята с удовольствием поступают потом, потому что они в будущем видят работодателя. Ты будешь сварщиком, ты будешь работать на судоверфи, ну и также по другим направлениям. Ульяна Васильевна, как вот в колледже, какие специальности самые востребованные? Как вообще колледж вот работает со школьниками? Работает ли? Или... Да, у нас в колледже проводятся в обязательном порядке профориентационные работы, да, со школьниками. У нас, когда вот начинаются уже каникулы, там, осенние, да, весенние каникулы, у нас очень много поток школьников идет, да, они очень хотят поступить в наш колледж. Я не ошибусь, если у нас очень большой спрос на это, да, на наш колледж. И бывало то, что у нас на место 7-8 человек на одно место бывало. И сейчас у нас обучается более 50 студентов в нашем колледже, да, и у нас большинство направления IT, IT направления, да,
У нас есть специальности, у нас есть и различные специальности, в котором обучаются школьники, да, и они вот со школы приходят именно с целью поступить в наш колледж. Уже сначала ходят на такие профориентационные мероприятия и уже потом поступают. И как я, например, веду историю, да, после 9, 10 и 11 класса, поэтому я вот смотрю всех первокурсников, и они очень активные, хотят обучиться, вот затронуть тему этих мероприятий, конкурсов, да, они очень хорошо это понимают, что у них есть какие-то там привилегии, да, для поступления в высшие учебные заведения, и обязательно они хотят вот принять участие. Я, например, с первых курсов всегда вот смотрю, когда веду свои пары, ну, у меня не профильный предмет, да, поэтому я всегда связываю, например, историю и, например, программирование, например, да, и у меня каждый год обязательно 1-2 студента принимают участие в таких конференциях. И нам посчастливилось в 2023 году даже поехать в Москву и принять участие, так как мы здесь тоже выиграли и получили рекомендацию. Поэтому сейчас студенты очень активные, хотят везде участвовать, это очень отрадно. Арсений, а ты когда решил поступать вот именно в колледж связи? Не помню. Честно, не помню. Как будто всегда хотел, да? Ну, как будто всегда. Ну, колледж действительно достойный. Вот Арсений пару раз упомянул профессионал. Я тоже 2 слова просто добавлю, что как раз у нас сейчас стартовал очередной открытый региональный чемпионат республики нашей, профессионалы. До 28 февраля он будет проходить. Это же тоже работа. Там не только основная компетенция идет, это где студенты участвуют, как раз вот Арсений, но там и категория юниоры, школьники участвуют. Республика очень активно представлена. И плюс мы с вами видим, что мы, конечно, вынуждены были изменить ведь и соотношение тех же контрольных цифр приема. Вот тут вот тот вопрос, который ставили. То есть у нас, вот если там еще лет 8 тому назад, у нас в колледжах и техникумах более 60% это были ребята после 11 класса, то сейчас, наоборот, эта пропорция изменилась. Более 60% мест бюджетных и поступающих после 9 класса приходят, остальные после 11 класса. И заметим, что практически все вузы республики, федеральные, работающие на территории республики, за исключением как раз АГУИКи, да, в новом статусе, они имеют колледжи внутри себя. То есть практически это тоже важно, это тоже определенный спрос, и мы здесь с ними вместе тот же чемпионат профессионалы активно, например, вместе проводим и категорию юниоры. Это представьте себе школьники, когда они еще учатся, да, в 10-11 классе, 9 даже есть, они себя уже пробуют в будущей профессии, и это даже финалы проходят в Санкт-Петербурге в конце года, ежегодно. Такие сейчас традиции в нашей стране. Хотел бы добавить еще по Олимпиадам, вот, про смысл Олимпиад. Вот, для чего они проводятся для школьника. Это же, во-первых, я понимаю, соревнования, у школьника соревновательный дух. Я сам выпускник Верхнеюльской республиканской гимназии, физмат-школы, и окончил физмат-класс. И начиная, наверное, с 7 класса до 10 точно я объездил всю республику, участвуя в Олимпиадах по физике и математике. И, наверное, и поэтому и поступил в физико-технический институт. У меня просто и выбора не было. Я просто знал, что поступлю в ФТИ, и поступил. И для школьника тоже так же. Это соревновательный дух, это, во-вторых, профориентация, что узнать про дисциплину, про науку вообще, по которой он участвует. И третье же, это, конечно, встречи в рамках Олимпиад же проводятся встречи с успешными людьми, которые вот в той или иной сфере достигли каких-то успехов. Это и ученые, и предприниматели, и сотрудники разных корпораций и так далее. Поэтому же это вот про информирование школьника. И, во-первых, конечно, обязательно это профориентация, чтобы школьник узнал, про что это, зачем это и куда это. Я поддержу Александра Александровича. Вот «Шаг в будущее» и «Никакой харды», да, наше движение буквально вот в начале января 2026 года в 30-й раз, юбилейный раз эта конференция собиралась, и это действительно очень активная, уровневая такая интеллектуальная профориентация. То есть у школьников из самых дальних уголков республики, с любой школы, есть возможность встретиться с экспертами ведущими, с сотрудниками вузов, с преподавателями вузов. И многие из них после этого делают окончательный выбор не только предметов, которые они сдают ЕГЭ, но и будущей специальности. Кстати, до 1 февраля идет
выбор предметов ЕГЭ для сдачи, вот основных, кто выпускники этого года. И это принципиально сейчас сделать выбор, чтобы потом ты спокойно уже готовился к самим экзаменам, другие предметы не забывал, конечно, получил аттестат и дальше уже в свое студенчество обрел для себя тот вуз, который ты, или колледж, куда ты хочешь поступить. А к Татьяниному дню-то что-то будет в университете, в колледже? Вот как-то отмечаете? Ну, я начну, наверное. Ну, у нас традиционно Татьянин день мы отмечаем, с размахом, можно сказать, мы отвечаем, потому что это день российского студенчества, Татьянин день – это самый главный праздник для студента. И для бывших, и для будущих, и для действующих. И у нас 23 января в культурном центре будет торжественное итоговое мероприятие. Мы традиционно в Татьянин день награждаем тех студентов, которые отличились по итогам календарного года, то есть 25-го. А отличились в учебе или не только в учебе? В основном у нас мы награждаем по 5 направлениям. Это учеба, творчество, наука, спорт и волонтерство, добровольчество. И поэтому по этим 5 направлениям как индивидуальные, так и командные зачеты мы даем и объявляем заранее до Нового года конкурс и собираем заявки конкурсные и в конце вот. И у нас есть такая традиция объявлять Татьянин день тематику года для университета. И у нас до сих пор остается секретом. И, конечно, Татьянин день ректор оглашает вот эту тематику. И весь год у нас крутится вокруг тематики этого года. А 25-й год был каким годом? 25-й год у нас был годом патриотизма. И 26-й год, сейчас вот 23-го узнаем. И, конечно, в рамках Татьянного дня у нас целую неделю идут мероприятия разные. Награждения, конкурсы по факультетам, институтам, по всему университету, по всем направлениям. Поэтому неделя такая насыщенная. И вот в конце 23-го ставим точку. Хорошо, что нашли время к нам прийти. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о студентах и студенчестве. И прежде чем уйти на перерыв, послушали, как отмечается Татьянин день в СФУ. Вообще формально, конечно, это праздник вузов, да, потому что это был учрежден Московский государственный университет. Вот. Но интересно, колледж считает это своим праздником тоже? Да, мы ежегодно проводим тоже различные мероприятия. Актив нашего колледжа постоянно придумывает активные мероприятия ко дню студенчества 25 января. Да? И у нас в этом году тоже планируются различные мероприятия. И вот по поводу стипендий тоже я могу осветить, да, что у нас в колледже связи есть тоже именные стипендии отличившимся студентам, да, и которые активно участвуют не только в учебе, но и в спортивных достижениях, в научных достижениях. И у нас есть две стипендии именные. Это у нас стипендия основателя нашего колледжа, да, Петра Ивановича Дудкина. Претендуют все студенты, могут претендовать, да, у нас с 1 по 4 курс. Но предпочтение мы делаем на 2, 3, 4 курс, потому что у первых курсов есть время, да, чтобы подготовиться, еще поучаствовать в каких-то мероприятиях и показать проявить себя. Да, проявить себя. И еще стипендия Борисова, да, то есть тоже именная стипендия в области вот, связи Александра Ильича Борисова. Да. Тоже Синяк денежная. стипендиат? Пока нет, но претендует. Ну да, стипендий действительно много. Действительно, вот вы затронули сферу среднего профессионального образования. Да, ребята очень активные, их много. Действительно, есть и стипендия главы, которая поощряет лучших ребят из колледжей и техникумов. И традиции, как отмечают, и вот итоги года, вот перед Новым годом обычно это проходит, и дальше уже вот эти ребята, наиболее творческие, активные, они уже к Татьяниному дню их чествуют, что ли, награждают вот в коллективах студенческих. Ну и в традициях вот не только те стипендии, о которых были названы выдающихся, да, государственных деятелей, которые есть в колледже связи информационных технологий, в колледжах и техникумах очень хорошие традиции стипендий от выпускников прошлых лет. Вот есть у нас, например, Намский педагогический
педагогический колледж, Намский техникум. Там доходит до 20, до 30 различных стипендий, которые учреждены родственниками, людьми, которые в разное время учились, династии, которые учились в том или ином колледже. Вот они все приходят, и это очень хорошая атмосфера. Плюс, конечно, это же мы не зря реализуем сейчас проект «Профессионалитет», да, и мы создаем кластеры в среднем профессиональном образовании, уже 4 крупных, которые мы выиграли проекты, и по сельскому хозяйству, и горнодобывающая промышленность, педагогика, и в этом году это медицина, клиническая медицина, это же, конечно, стипендии от работодателей. То есть очень активно приходят предприятия, организации, которые этих ребят отслеживают. Ну и в этом году вот по нашей линии, да, мы, конечно, рады, получаем приглашение, стараемся везде быть, правильно отмечать ребят, которые учатся. В этом году у нас очень хорошая встреча будет на уровне Арсения Сергеевича Николаева. Это встреча с именными стипендиатами. Это особая категория, это стипендии 17 выдающихся государственных деятелей нашей республики за весь период ее развития. Это 22 человека стипендиата. Не совпадает количество, да, стипендий и стипендиатов, потому да. что чуть больше стипендий имени первого президента Михаила Ефимовича Николаева у нас есть. А так это стипендия Алексея Елисеевича Кулаковского, Софьи Петровны Сидоровой, Авсентия Егорыча Мординова, первого ректора Якутского госуниверситета. Мы этих ребят приглашаем, и Арсений Сергеевич, с ними будет встреча. Многие из них, конечно, учатся не только в Якутске, то есть это вся Россия будет подключаться, стипендиаты в разных городах. Ну и у нас за последние несколько лет появились также стипендии Василия Николаевича Иванова, нашего известнейшего историка, государственного деятеля, одного из первого директора института НИИ Олонхо СВФУ, а также Василия Васильевича Филиппова, который был первым президентом Академии наук национальной нашей республики. Вот это тоже есть, то есть есть к чему стремиться. Этот лифт, он хорошо выдержан. А меня вот заинтересовало в ответе Александра Александровича, понятно, что студентов отмечают за учебу, за спорт, это традиционно, а вот волонтерство и социальные инициативы, это поощряется вообще? То есть студентам предлагают принять участие в волонтерстве, или это какие-то студенческие инициативы? Что вы? Ну, добровольство, волонтерство, это подразумевает, это бесплатная помощь, по идее. Но все равно ребята... Или это стройотряды, студенческие отряды? Не только стройотряды, это разные отряды, разные группы, разные инициативные группы, которые вот, помогают по всем направлениям, не только... Очень много у нас работали по тушению лесных пожаров, по восстановлению после паводка. И, конечно, по всему городу, по всей республике у нас очень много таких волонтерских организаций. В университете у нас есть, боюсь соврать, где-то 6 больших организаций, которые вокруг себя собирают именно вот добровольцев-волонтеров. И поэтому мы обязательно их стараемся тоже поощрять и отмечать, и чтобы ребята как пример видели, что есть ребята-волонтеры, и надо заниматься вот этой деятельностью, и всегда надо помогать людям. Да, ну и, кстати, деятельность ребят не только в период студенчества поддерживается. Вот школьники, которые являются добровольцем, волонтером, они же даже имеют дополнительные баллы при поступлении. То есть это очень важный момент, что ребята с такими компетенциями, с таким отношением к жизни, к развитию республики приходят, учатся. Ну а у нас, например, по линии СПО вот в этом году будет отдельная смена на базе Всероссийского детского центра «Смена», где ребята, это в основном Якутский педагогический колледж, это ребята-волонтеры, педотряд выедет, который будет работать со школьниками со всех регионов нашей страны. Мы это направление тоже поддерживаем. Ага, и заодно... И учатся, и практику И получают, практику с получают. представителями разных регионов. Ну и здесь у нас на базе Соснового Бора будет организована вот в ближайшее время отдельная смена как раз для победителей конкурса, тоже перечневого «Шаг в будущую профессию». Вот эти ребята, которые стали победителями, студенты колледжа и техникума, они перед всероссийскими конкурсами, конференциями, они будут друг с другом общаться тоже и дальше уже потом будут выезжать. А самые популярные специальности по-прежнему юристы и экономисты в СФУ? Или поменялась как-то Не ситуация? скажу. Надо посмотреть там конкурс на одно место, на бюджетное или на коммерческое. Ну, наверное, тоже до сих пор остается по гуманитарным специальностям. Это на юриспруденцию и на экономику, менеджмент, экономика. А вот связка колледж, школа, колледж, вуз,
То есть вот, Арсений, например, ты для себя рассматриваешь дальше получать высшее образование или работать сразу? Нет, ну, конечно, высшее образование. Например, колледж наш же дает основные понятия по всем специальностям, если так подумать, даже гуманитарных. И, например, вот я учусь на веб-разработчика, да, я себе решил, куда я пойду на высшее образование, ой, какую специальность пойду на высшее образование. Вот решил, но я же разработчик веб, у нас программа такая расширенная. Мы не только делаем сайты, приложения, мы еще занимаемся аналитикой данных, например. И вот для себя я решил, то, что я буду идти в СФУ на BI-аналитика. Это, по сути, математики, да? Да. Специальность такая. Ну, вот эти вот, наверное, еще новые специальности востребованные. Ну, мы стараемся актуализировать наши образовательные программы, поэтому просто время на месте не стоит, и потребности, и вообще вызовы разные. Поэтому, подстраиваясь под рынок, под спрос, под запрос, стараемся актуализировать вот эти наши образовательные программы и сделать такие универсальные образовательные программы, по которым не только вот как узкий специалист человек может идти, а обучаясь по этой программе, получить очень много компетенций, которые будут вообще такие универсальные компетенции, чтобы были у нас универсальные специалисты, которые могли работать везде. Да, поддерживаю. Но потом это же работа на долгую, на дальнюю перспективу. Ну, вот представьте себе, те же врачи. Это минимум 15 лет подготовки, ну там, да, плюс-минус. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы ребята, которые в медицинских классах в школе обучаются, чтобы они не просто там обучались, да, при поддержке практического здравоохранения, колледжей и вузов, чтобы они выбрали ЕГЭ по химии, по биологии, чтобы они успешно сдали, чтобы они потом поступили в колледж, либо дальше в вуз. И вот мы это смотрим. Мы в этом заинтересованы. И также по другим. А если говорить о конкурсности, то в колледжах, да, вот IT-профиль, действительно, он у нас один из лидеров остается. Здравоохранение. Ну и существенно у нас поднялись сейчас конкурсы на педагогические специальности на уровне среднего профессионального образования, что, в принципе, радует. Вот. А по остальным, ну вот... Еще в Арктике осталось условия выдержано. создать, чтобы они туда ехали. Ну, что ж, последний вопрос, такой блиц, давайте тоже для вас. У нас первый вопрос был ко всем, да, и последний вопрос тоже ко всем. Если вам нужно описать портрет современного студента только 3 словами, какие это 3 слова? Думающие о своем будущем. Я 3 словами закончу, хотя общаемся очень много со студентами. Ребята очень много спрашивают о своей будущей работе. Даже не только по специальности связано, но и какой будет коллектив, какой будет отпуск, какая будет заработная плата, как все будет организовано. То есть такое поколение, которое смотрит далеко. Ага, то есть не сегодняшним днем живут, а думают о своем завтра. Интересно. Ульяна Васильевна? Умный, целеустремленный и талантливый. Александр Александрович? Ну, первое, это, конечно же, в человеке человечность, поэтому добрый, что был. Второе, наверное, ответственный. Ответственность – это не только про себя, а про свою будущую семью, про свое будущее, про своих родственников, про свою семью, друзей, близких. Ну и, конечно, третье – это усидчивый. Старательный, усидчивый, ну, кто как понимает. Поэтому вот добрый, ответственный и усидчивый. Арсений? Ну, я думаю, продолжим. Также ответственный и креативный в принятии решений в учебном процессе даже. И все. Третьего, не знаю. Может, патриотичный? И патриотичный, кстати. Актуальная повестка. Ну что ж, спасибо вам большое. Всех студентов, бывших и будущих, и нынешних, конечно, особенно, поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.